Поднимаю последний угол, средний. Как бы сруб надо поднять, и там в коридоре надо на двух чурках этот сруб. Надо эти чурки убрать. Вот так все и дело делается, ребят. Вот такая приспособа у меня самодельная. Сам приварил, уже второй год, как бы пользуюсь. Вроде работает. Сейчас чуть позже вкратце в двух словах еще покажу вам. Все хрустит, блядь. Сруб поднимается. Ну вот так. Сейчас зайду, там чурка уберу и все ништяк, короче. Вот здесь еще вот это надо по-новому прибить. Как бы клинья. Сейчас поднял и клинья еще, как сказать, поглубже воткнул. Вот так вот. Одним словом, я работу с домкратом наконец-то я закончил. Не просто так я говорил наконец-то, потому что есть волнение, что может подвести там этот домкрат, в случае что там, ну как без руки останешься. Если какой-то инструмент сломается, домкрат или пила или топор еще, может дело просто встать. Вот. Ну 20-тонник хорошо справляется, хорошо поднимает. Ну вот та моя конструкция, которым я пользуюсь уже второй год. Я изготовил это из швеллер, так называемый. Ширина 8 сантиметров, толщина может 8 миллиметров примерно. Вот такая толщина. Ну и ширина. Так, ладно. Не буду заморачиваться. Дальше для домкрата вот такое тоже из куска швеллера. Я брал этот швеллер метр, ровно метр длиной. Потом уже там подогнал под свой домкрат. Все как чтобы было. И в принципе получилось неплохо. Усилил. Сюда угольник приварил. Вот тут угольник. Здесь тоже как бы здесь закрыл. Вот так все это выглядит снутри. Но когда домкрат вставляешь, думаю, лучше наверное здесь открытым оставить. Я думал, что может если в домкрат улетит, там этот спасет крышка, но вроде это лишнее. Здесь если крышку не сделать, ничего страшного не будет. Ну и здесь еще вот такой нижняя часть, клешни такие вот, которые бревно берется. Тоже усилил, такая пластина, он тяжелый, блин. Самое ужасное во время съемки это когда разряжается аккумулятор. Честное слово, блин. Начнешь что-то говорить, у тебя вроде в голове мысли какие-то, что-то рассказать. И аккумулятор разряжается. Вот. Ладно, верхнюю часть я показал, ребят. Нижняя часть, вот такая клешня. Ну, сантиметров 10, наверное. Сантиметров 10. И здесь вот пластины еще приварил. Перчатки рабочие вот такие у меня. Ну, и здесь еще. Здесь какое-то вот вместо этого что-то надо, ну, какой-то зубчик. Или поострее надо что. Бывает там может скользить. А когда он цепляется, он лучше был бы. Блять, тяжелый вообще жесть. Нагрузка такая. Ну и все. Не жалея, тройкой приварил везде, в каждой щели. Потому что, знаете, все равно в работе, если где-то трещина будет, или не так приварил, все, хана. Это не то, что, скажем, но знаете что, это может быть опасность для травмы получить. Если где-то трещина пойдет, вылетит, сруб упадет, всякое может быть. И надо все качественно сделать, потому что это работаешь в тайге. Здесь сварочного аппарата нету, ничего такого инструмента нету.
Ты если привез, уже чтобы все качественно было. Ну, все это самодельное, сам придумал, сам приварил, уже пользуюсь. Так что сейчас уже могу своим зрителям, подписчикам, гостям могу посоветовать. Можете сами сделать вот такое приспособа и поднимать домкратом сруб. Почему я это сделал? Потому что сами видели, в каких условиях я работаю. В болоте, и везде сырость, слякоть. Блин, домкрат тонет, все равно постоянно надо фундамент под домкрат. 1, 2, 3 доски, потом сколько раз ты поднимаешь, опускаешь, подкладываешь эти дощечки. Очень много времени уходит. Но в принципе справились, и работу домкратом я закончил. Еще раз говорю. Все, сейчас уже будет уборка. Здесь территорию уберу. И уже буду в коридор делать. Пол надо застелить, постелить и складовку еще сделать. Ну, примерно так, ребята.
Напарник мой отдыхает. Поставил, ребят, греться. Греть-то есть суп. Остатки супа. Что-то я вообще проголодался очень сильно. Поставил чайник. До этого времени, ребят, я занимался коридор, предбанник. Короче, вот так все это выглядит. Здесь у нас пол, стена, перегородка-то есть. Ну так, кладовка. Здесь по мелочи там вещи хранить. От чужих рук. Ну и для меня это все под рукой. Ничего такого ценного тут нету. Сейчас после обеда займусь вот этой территорией. Первым делом здесь уберу. Надоело на это смотреть. Вот. Пришлось новую плаху поставить. Здесь у нас вот такая ширина была. Все то же самое. Ничего не переделывал. Но, как ни странно, где-то сантиметров на 5 вот это место расширилось. Не знаю почему. Или это бревно как-то ушло, вот это. Или фиг знает. Короче, пришлось мне спилить. Одну плаху сделать. Вон он. Подлиза пришел. Подлиза. Захочет, подойдет. А если не хочет, хрен его дождешься. Так, на чердак я поднимался, там кирпичи брал. В чердаке, в принципе, все нормально, все хорошо. Ну, что сказать, сейчас внутрь зайду, я вам покажу еще примерно. Самое главное, после этого ремонта у меня изба, не ниже стала. Наоборот. У меня вот где-то сантиметров на 4, даже выше стало. Вот. Вообще класс. Это на несколько лет, скажем, до потолка не доходит. Это вообще классно с моим ростом. Ну и по трубе, вот труба, где-то вот 4 сантиметра и есть. Вот эта часть была за этой жестью. Там, блядь, земля под навесом земли, под весом земли там прогибается все. Но в принципе пока все хорошо. Да, еще насчет утепления. Тулануди. Насчет утепления. Наверное, сразу же вопросы там, почему я не на мох поставил там эти бревна. Ребят, отвечу честно. Делаю спешки, как бы быстро-быстро хочется все это закончить. И вот эти щели я осенью приеду и уже пропеню, как и на первой избе. Пену привезу и просто пропеню. А вот там, вот это все оставлю так. Все лето пусть там сохнет и не буду закрывать. Осенью также приеду, тогда закрою, знаете, не бревном капитально, ничего это делать не стану. Я просто возьму вот отсюда мох, вот, бери не хочу, прям рядом, вот тут. Просто мхом закрою, от ветра, чтобы спасало и все, от холодного ветра. Утеплять ничего не стану, ребят. Поверьте, с буржуйкой я не замерзну. Я балдею с буржуйкой, вот тут. Здесь, смотрите, какая высота. Вот здесь уже, здесь уже бревно поставлю, такое бревно. И тоже немножко так мхом закрою и все. Весной приеду, опять же буду убирать. Все, чтобы открыто было. Пусть тает, сохнет. А здесь вот эти щели, вот тут. Там щель есть, конечно, с палец где-то. Там я это закрою. Вот смотрите, вода, болотень какая. Не уходит она, вода. Не проходит, не просачивается, потому что глина тут. Ну,
Также здесь пропеню, здесь мхом закрою. Ну и на осенней охоте будем жить тут, отдыхать, спать, кайфовать. Вот так. Чердак закрою сейчас тоже. Но сперва мне надо поесть. Поесть, попить. Все высохло во рту и желудок пустой. Ну, в принципе, пока в данный момент вот такой фронт работы я сделал. Дальше потихоньку, что дальше буду делать. Вот эти чурки, как бы это бревно надо спилить. Здесь лишнее, это ни к чему. Только влагу там берут и все. Этот угол очень гнилой тоже. Не знаю, может жестью как-то закрыть. Вот это бревно, ну, менять пока ничего не стану. Там сердцевина еще крепкая. Болонь там сгнил. Жестью может закрыть. А так, в принципе, все хорошо пока. Сейчас-то более-менее на душе мне легко. Как в прошлом году смотрел, бля, думаю, ё-моё, все гниет. Все сделано. В принципе, я рад тому, что уже сделали. Работы еще очень много. Ладно, надо поесть. Хоть немножко. Ну, суп, тарелка супа еще вот осталась у меня. Не могу напиться. Вот в данный момент я только думаю, чем бы мне, что бы мне выпить, чтобы жажду утолить. А это, знаете, лимонад, хочется квас, что-то вот газированное. Мухи уже летают. Хорошо. Одним словом, ребят, я сейчас обедаю. Время 1:30 дня. Фу, пипец. 6 часов уже, 6 часов работаю. Время быстро так. День заканчивается. Дело в море еще, просто море.